Впервые репортаж из гардеробной моего супруга. Два брата-акробата, Ричи и Ислам, подбирают луки. Для кого? Для представителя Forbes. Да. Да. Вчера мы увидели фотографию, которая была опубликована, остались недовольны. Да, 15. Но это наша вина, да, у нас нет фотосессии, поэтому мы решили срочно сделать фотосессию. Что вы выбрали? Давайте посмотрим. Мы выбрали Да. Из скромного гардероба моего супруга, что вы выбрали? Очень скромный. Очень скромного гардероба, да. Гардероб. Я, кстати, вообще никогда в жизни не показывала. Ну ладно, покажу. Хотите, покажу, сколько у него брюк? Ну, это еще половину убрали. Это все только брюки. Ну и что вы отобрали? Мы, так как очень скромный гардероб, самые фантазийные выбрали. Да? Ага. Ну, деним. Деним. Буду говорить на вашем языке. Пошли дальше. Почему ты хромой? Начнем с этого. У нас одни хромые люди в доме. У нас мама хромая ходит сейчас. Ричи прибавился. Так, у нас будет, смотрите, несколько образов. Мы выбрали 5 образов. Будет домашний, лайтовый образ. Мы выбрали рубашку из денима и лон брюки. Либо, как вариант, возможно, есть у нас еще брюки с лампасами. Возможно. Также у нас идет следующий вот такой пиджак с металлическими тремя пуговицами. Лонгслив и широкие брюки. И на выбор двое локтя. Что ж так скучно-то все у мужчины? Да, очень скучно. Потом все выдержано, скучно. Да. Двубортный из льна. Мы добиваем это все футболкой. Решили взять лофер Прада. Потом взяли Versace рубашку, которую Турсен еще не раз не одевал. Мы решили ее сделать классическую. Он будет как цыганский барон? Да. Мы решили сделать так. Пошли. И все это дополним белыми кедами. Белыми кедами дополним. Да. Очень скромно. Очень скромно. И у нас есть еще, мы хотели, вдохновились образом Каха Каладзе. Взяли вот такие... О, Каха Каладзе стильный. Да, белую рубашку, вот такие джинсы, двубортный пиджак, гринплейт, здесь принт. И на выбор мы взяли обувь Лоро Пиано. Исключительно Лоро Пиано. Конечно. Это же как Каладзе. Ну все классно. Турсен, тебе понравились Он еще не видел. вот эти соединялочки? Ты знаешь, Бочка, главное, чтобы понравилось твоим подписчикам, Бочка. Да? Все верно. Тебя уже, это первый лук, да? Уже готов. Это все же для подписчиков. Да, это деловой лук, да? Мы же живем все на публику уже, понимаешь, чтобы публике нравилось. Хлеба и зрелищ, понимаешь, так же, да? Ну красиво, красиво. Хлеба и зрелищ. Так, часы видны есть? В общем, моя рекомендация, если хотите классную фотосессию, если вы исключительно из Форбса, обращайтесь к этим двум братьям. Если из Форбса, если нет, то нет. Ни в коем случае не беспокойтесь. Так, Нурбек тоже фотографирует исключительно представителей Forbes. Обращайтесь. Вот уже первый кадр выстроен. Давай. Свободная, легкая улыбка, Турсен. Свободная, счастливая. Я при тебе не могу свободно. Ну, сам Ричи подсвечивает. Да. Светлячок. Да, сам Ричи подсвечивает. У нас сегодня заключительный образ. Казахи. Казахи. Традиционный. Покажись. Повернись, Турсен. Выйти до стороны. Да, өте дәстүрлі. Аида Кауменова аман болсын. Сшила вот такой вот чапан красивый. А сзади есть что-то? Или такая же? Сзади написано Snoop Dogg. Она... Такой чапан есть только у Snoop Dogg и у Турсена Лагузова. Он сразу его одел, и он уже после того, как мы уехали, он его одевал еще несколько раз. Ну, Да. это круто. А я же по вашему сторису спалил то, что это Snoop Dogg, когда вы снимали книги. Сделай лицо серьезное. Я не могу. Сделать серьезное лицо. Да, вот он. Ну, шапан роскошный. Хороший. На это просто невозможно налюбоваться. Это просто, я не знаю, это какой-то рай вообще красоты. Турсенчик, мы тебя всей семьей благодарим за это красивое место.
Завтрак. Завтрак на Босфоре. Лодочки бесконечно. Туда-сюда, туда-сюда. Похоже на отель, правда? Вы ведь так и подумали. Но это не отель. Это клиника в Стамбуле. Ачбадем. Маму привет.